эфире национального телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже достаточно много лет веду с огромным удовольствием, к слову. Я журналист Дмитрий Аргунов. Смотрите, завтра, 8 октября, не только для меня, но и для многих моих коллег, да и по большому счету для большинства жителей республики особый день. Это день рождения якутского телевидения. Поскольку я уже свыше 30 лет являюсь свидетелем тех изменений, тех революционных изменений, которые происходят в этой отрасли, я пришел в апреле 90-го года на якутское телевидение, и с того момента каждый день не перестаю удивляться, что нового происходит. В конце концов, сегодняшний наш гость – это Андрей Викторович Крумин, человек, по-моему, вечный, я помню его всегда, но в ином качестве, может быть, на иных должностях. Я начинал внештатным корреспондентом, Андрей Викторович тогда был инженером технической службы. Смотрите, мы сейчас сидим в новейшей виртуальной студии «Оксиметрии», о котором тогда, я не говорю про 63-й год, а в момент, когда мы с вами начинали свою деятельность, мечтать не приходилось. Когда я начинал свою работу, я помню и кинопленку, и все на свете, и так далее. И мы достаточно много говорим о тех трансформациях, которые происходили с 90-х годов. Это Гостелерадио «Я СССР», потом «Я СССР» преобразовалась в ГТРК «Саха», потом была образована национальная вещательная компания, и очень бурно пошли вот эти самые изменения, которые привели к тому, что мы с вами сейчас сидим. Давайте взаимно поздравим друг друга с юбилеем нашего родного телевидения, Андрей Викторович. Да, в самом деле. Да, и все-таки начнем с того, что уйдем с мыслями, уйдем в нашей беседе к тому моменту, когда все-таки это началось. Именно 8 октября 1963 года. Согласитесь, что, наверное, по тем временам это была некая техническая революция, которую можно сопоставить с появлением там смартфонов, сотовой связи вообще в целом. Да? Давайте мы начнем с этого, потому что в те времена вот якутское телевидение и радио начинали те люди, которых мы помним, ценим и безмерно уважаем. Давайте вот начнем с 1963 года. Ну, давайте начнем с 1963 года. В самом деле интересная ситуация была, потому что телевидение в нашем городе, в начале, потом в республике, появилось именно национальное наше якутское телевидение появилось. И только через 4 года, к юбилею Октябрьской революции, сюда пришло центральное телевидение. Тогда был единственный канал, он так и назывался, центральное телевидение. И поэтому люди увидели именно в первую очередь наше местное телевидение, наших местных ведущих. И если говорить с технической точки зрения, то тут, конечно, еще было сложнее, потому что практически учиться было не у кого. Здесь были связисты, в то время, понятное дело, радиоцентр тогда был, вот остановка в районе Исаисарского озера, радиоцентр называлась. Они в основном занимались, то есть не в основном, а занимались передатчиками радио, связные и вещательные передатчики. Никогда телевидением они не занимались, и они стали заниматься вначале строительством телецентра, вот этого двухэтажного здания, в котором наша студия располагается, 90 квадратных метров. Была создана дирекция строящегося телецентра, возглавил его легендарный человек связи. Вообще это фамилия легендарная, это семья такая, несколько поколений, Дроздов Ефим Федорович. Он был инженером радиоцентра, и он возглавил дирекцию строящегося телецентра. Это была большая, очень сложная работа именно по строительству. Так получилось, что все коммуникации потом пришлось облазить, и там вентиляция очень серьезная, и заземление очень серьезное, и студии очень серьезно строились, плавающий фундамент и прочие вещи. То есть было построено совершенно по понятной технологии. Появилась первая башня, вот эта телевизионная, 63 метра, да, 64 метра, которая появилась. И мне казалось, выше нее вообще в городе ничего нету. Это был такой главный ориентир в нашем городе, где больших зданий тоже не было. И вот постепенно это запускалось, понятное дело. Вначале запустили пробное, это в течение лета было 63 года. Вначале запустили одну камеру и в эфир вышли с диктором.
Потом отдельно было, что запустили 2 камеры, вторую камеру запустили. Потом отдельно запустили фильмовой канал, кино прокрутили. Тоже в эфире и даже с ведущими попробовали, что это такое. Люди покупали телевизоры, стали в городе Якутске телевизоры покупать, завозить их. Кстати, тогда при телецентре, мастерская была именно при телецентре, и ремонтировали телевизоры мастера, которые занимались в том числе и монтажом оборудования, инженеры. Других не было, по большому счету, специалистов. И вот постепенно, и вот получилось, что 8 октября вышли в эфир. Дикторы были в том числе приезжие, был оператор, который приехал из Москвы, который помогал камеры осваивать. Камеры были ламповые, я вообще не представляю, как их можно было эксплуатировать, как их настраивать можно было. Но вот оборудование, которое в то время было, его запустили, и вот это все начало работать вот на постоянно, это 8 октября, да. Ламповые вот эти камеры, по-моему, в нашем музее экземплярчик сохранился Нет, или сохранились. КТ-27 они назывались камеры, я только на фотографиях их видел, вот в наших коридорах есть. Нет, у нас остались следующее поколение камер КТ-87, это уже транзисторные были камеры. Это 80-е годы. Это уже было там, по-моему, если я не ошибаюсь, в 87 году было переоборудование. А вы, Андрей Викторович, ну, поскольку якутянин, жили рядом, да, все вот эти события помните, что называется, своими глазами, да? Нет, я жил не очень рядом, на самом деле. Просто так получилось, что мой отец работал на радио, и он, конечно, делился вот этими всеми впечатлениями, что вот строится теледом, строился радиодом. Радиодома же тоже не было. Вот это двухэтажное здание, которое сейчас ГТРК принадлежит, филиалу ГТРК, они располагались совсем отдельно в другом здании, где радиоузел был. И поэтому это очень такое серьезное было дело. И вот эти вот двери, вот эти двойные, которые были, может быть, помните, тяжелые, которые было тяжело открывать, закрывать, да, это вот было, люди там закрывались и не могли выйти, потому что там ключи специально нужны были. Но это было вот так, на слуху, да. Ну, мне было тогда 2 года, поэтому я не скажу, что вот я прямо помню 63-й год. Но запуск телевидения, и когда я был школьником, сюда мы тоже приходили на экскурсии. У нас дома телевизор появился поздно, на самом деле. Я к друзьям ходил смотреть. Ну, местная программа, я не помню, чтобы я смотрел. Мы там смотрели «Клуб кинопутешествий», «В мире животных», что-то такое. И, наверное, «Кабачок 13 стульев». Но что мне запомнилось, наверное, это был 1-2 класс, когда я первый раз оказался в студии, я увидел на слайде, на маленьком слайде совершенно вот эту таблицу, ну, черно-белую таблицу, может кто-то помнит, 0249 называется, по-моему, она для настройки телевизионных приемников, и вот ее показывали, потому что, оказывается, наша организация... Это вот черно-белый круг? Да. Да, с настройкой. Оказывается, вот были перерывы, потому что наши программы шли не постоянно, и, оказывается, оплачивали отдельно работу передатчиков для того, чтобы транслировали вот эту вот испытательную таблицу в эфир, для того, чтобы мастера могли приходить домой к людям и ремонтировать и настраивать телевизионные приемники, потому что генераторов тогда не было, чтобы с собой принести. В эфире принимали эту таблицу и настраивали приемники. Поэтому это транслировалось отсюда, и это оплачивалось отдельно именно для мастеров-ремонтников, которые ремонтировали телевизоры. Смотрите, вы сказали, учиться было не у кого, но разве там не было, как вы думаете, потом же, наверное, вам, как руководителю одного из технической дирекции информацию передавали, не было ли поддержки со стороны московских специалистов, ну, для которых это чуть раньше началось, да? То есть приезжих специалистов не было? Ну, насколько я помню, специалисты на запуск оборудования приезжали. Но когда уже начали работать, работали только наши. Это вот люди, которых я застал. Это люди, которые мне рассказывали, что они пришли сюда на практику из техникума связи или пришли по распределению. Стойки, первые самые стойки, оборудование еще лежало на боку, монтировали вот эти вот кабели все, прокладывали кабели, то есть еще ничего не было. Да, были 1-2 человека, которые приезжали из Москвы именно на монтаж, но они не остались, они потом уехали. И уже запустили это Вера Михайловна Андреева, Поскочина Любовь Семеновна, Пнев Лев Александрович, Моргунов Иннокентий Степанович, ну, естественно, Дроздов Ефим Федорович. Вот это вот люди, которые запускали вот эту аппаратную, они ее запускали, и они ее эксплуатировали. Ну, это были еще инженеры, которые работали на эксплуатации передатчиков, и они же работали здесь же. И Жвертин, Игорь, я знаю, там был Дружинин, но вот эти вот люди, они все работали и на передатчиках, и здесь со студией. Это была одна организация. Это потом, когда уже запустили все, они поделились. Эти люди работают на передатчиках, эти работают в студии, в аппаратной. Ну, вы сказали, что школьникам помните вот вышку высотой 64 метра. Да. Вот,
то, что выше никак не казалось. Я помню первое тоже, ну не экскурсию, выступление даже на якутском телевидении, это была весна 82-го, по-моему, года. Встречала здесь редактор Лебедева. И такое достаточно, скажем так, рутинное мероприятие, там школьники приехали, какую-то там линейку показали и так далее. Мы тогда не было вот этой большой вышки, и стояла маленькая, которая, вроде мы потом называли радиовышка и телевышка. Телевышка побольше, а радиовышка поменьше. На самом деле это и есть телевизионная вышка, первая. И помним вот этот достаточно исторический момент, который тоже к дате была приурочена, к юбилею очередному вхождения в состав России и к образованию Якутской ССР. Помню вертолеты, которые кружили над... 82-й год. 82-й год. Лето. И это на самом деле было, ну, с технической точки зрения, уникальное строительство, которое, ну, специалистов со всего Союза привлекло, и вертолетчиков, и связистов, и кучу других людей, которые впервые на условиях вечной мерзлоты, значит, ставили прежде всего... Эту башню такой высоты, да? С фундаментом, да, и рассчитали всю сейсмоустойчивость и так далее. Якутск трясло всегда, мы помним, что стекла дрожали и так далее. Вот с этого момента, с увеличением роста, скажем так, нашей якутской башни, что изменилось, Андрей Викторович, с 82-го года? Ну, вообще, в самом деле, да, ну, башня как-то для меня тоже является символом, видимо. Я был в это время в армии, заканчивал службу, второй год. Мне присылали фотографии, здесь я отсюда увольнялся, уходил в армию, сюда же возвращался. И друзья, которые здесь оставались, они мне присылали фотографии этого монтажа, они описывали, как там во время монтажа падали лебедки, сыпались, люди разбегались, разные были ситуации. И когда самолет, помню, Як-40 приземлился из Хабаровска, я в Приморье служил, и я прямо чуть ли не в порту увидел эту башню, новую, про которую они рассказывали. Но что изменилось? Изменилось, на самом деле, вообще, на самом деле, высота башни, это, конечно, охват, в первую очередь. Чем выше антенны поднимают, тем больше охват территории. Кстати, мне рассказывал мой тогдашний начальник Лев Наумович Пейсихис, что башня должна была теоретически стоять на Табагинском мысу, и охват был бы больше. Но оказалось, для телецентра туда тащить силовые кабели питания в то время, в 1963 году, было сложно. Очень затратно, и поэтому поставили в городе, хотя на самом деле, говорят, это не совсем правильно. В центре города, чтобы башня стояла. А вообще, конечно, 82-й год, это вообще рывок был, конечно. Вот в те времена, когда пришел, наверное, сюда Лев Наумович Пейсихис, когда он стал начальником аппаратно-студийного комплекса, он стал главным инженером. Вот он был феноменальный человек, с моей точки зрения, потому что он был и организатор, и инженер. Он создал коллектив, он сумел всех как-то вот сплотить, захватить. И мы тут, некоторые люди тут спали, вот я знаю, да, потому что было интересно работать. И Яша Олесов, и Саша Савинов, мы тут работали, тут интересная была компания такая. Запускали первую телевизионную станцию ПТВС. Она пришла тоже в 1982 году. Финская вот это, да? Нет, не финская. Финская это была следующая. А это была первая. Она отработала Олимпиаду 80 в городе Ленинграде. Она работала на Францию, насколько я знаю. Потом она своим ходом приехала в Москву, там ее что-то с ней делали. Потом ее с большим трудом доставили сюда. Она была в очень плохом состоянии технически. Ее восстанавливали. И я пришел, как раз застал вот эту передвижную станцию. Вот это тоже была революция. Первая запись передвижной станции, насколько я знаю, была на даче Онегины Егоровны Ильиной. Есть фотографии, там, как работают наши инженеры и там редакторы. И вот это тоже было, потому что у нас было, в самом деле, было кино. И кроме кино ничего не было, и на кино отпускалось определенное количество пленки. Насколько я помню, до сих пор эти нормы были на черно-белую пленку, на цветную тем более. Но на цветной тогда ничего не показывали, у нас было все черно-белое. И ПТВС вот это пришла, она была первая цветная. И видеомагнитофоны, которые у нас стояли, им было все равно черно-белый или цветной сигнал воспроизводить, только их не настраивали на цвет. И передатчикам было все равно, какой сигнал давать, цветной или черно-белый. И когда мы запустили первые кадры, я помню, ну это было перед армией, я помню, мы запустили, случайно у нас оказался на катушках кадр 3 концерт Бонни М.
И вот в этот новогодний концерт запихали цветные кадры с Boney M. Boney M, да, там, а у народа уже цветные телевизоры стояли, потому что центральное телевидение было цветное. Почти все, хотя тоже не все. И для них был шок, конечно. Идет новогодняя программа, там какие-то с кино, там были ролики артистов, там Дин Рид пел Элизабет, я помню, еще что-то было. И тут Boney M в цветном варианте. Это, конечно, было очень интересно, люди заметили. Хотя руководство компании было не очень радо, что вот Boney M показывает наши редакторы, но в новогоднюю программу как-то пропустили все же. Поэтому ПТВС оказалось первой оборудование, которое могло записывать в цвете. Она ездила, конечно, там было всего 2 камеры, она выезжала, я и на ней работал, ее там постоянно приходилось чинить, на самом деле. Потом ее поставили в гараж. Когда было переоборудование в 1983 году в нашей студии на цвет, мы работали из большой студии, ну, она называется «Малая концертная студия», 250 квадратных метров в радиодоме. Мгм. И оттуда работали, там записи. Где Женя сидел? Да-да-да, там проходили записи. Я помню, пришел на новогоднюю программу записывать, это уже был 84-й год, что ли, или 83-й. Совсем молодой выпускник Щепкинского училища, перспективный, как говорили вот режиссер Андрей Савич Борисов, он был ведущий. Ему сказали, вот так, микрофон держи. Таня Мороз была с ним соведущая, и он там с этим микрофоном потом уже не знал, что делать, потому что он не привык. Вот, Это Андрей Савич, да? Андрей Савич. Мы в один вечер записывали весь новогодний концерт, и он там просто совсем был никакой уже в концу, потому что это было достаточно утомительно все, за один день записать весь новогодний концерт. Но я его запомнил, потому что он такой был очень интересный человек. Ну вот первый раз его тогда увидел. И вот первые кадры были цветные, это вот именно были с ПТВС. Потом было переоборудование нашей студии. Она называлась дикторско-аппаратная, но нам дали 3-камерный вариант. Не 2-камерный, а 3-камерный, поскольку это автономная республика, и другого ничего нету. И мы эти 3 камеры постоянно тоже чинили. И, по-моему, мне кажется, что прошло года 2. Вот я не вру, да, каждый день выявлялись какие-то неисправности. И постоянно чинили. И в день, когда у нас не было ни одной неисправности, я запомнил это. Вот. Поэтому она требовала, конечно, инженерного такого труда. Но и с другой стороны, наша квалификация, видимо, тоже росла. Ну, то есть вам приходилось, быть настройщиками и, ремонтерами, да, одновременно? Ну да, практически все приходилось делать. Мгм. Ну, я тоже помню кинопленку, да, Владимир Постников, один из первых операторов, с кем мне приходилось. Ну, мы тогда снимали на цветную пленку, потом перегоняли очень сложным технологическим моментом все это дело на большие видеомагнитофоны кадр, да? Да, и там монтировали. Да, и там Вера Михайловна сидела в той аппаратной и монтировала. Да. Просто процесс раскрутки вот этих бобин, это было нечто, которое, ну, словом не описать. Очень интересный был момент. С магнитофонами кадр 3 там, да, конечно. Да. И смотрите, вот когда я пришел, там уже поступили первые комплекты ТЖК. Потому что вместо ТЖК тогда ездили кинооператоры, тот же Арсений Зверев, Володя Постников и так далее, в командировке во все территории нашей необъятной республики облазили наши корреспонденты с операторами. Да? И пришли первые комплекты ТЖК. Помним уже этот момент. Да? Да. Помню, Саша Корякин был оператор, он одним из первых был допущен для использования комплектов ТЖК, Бетакам. С этого момента, что за отчет пошел, я так понимаю, компактность носителей – это уже другая история, да? Да, это стало более мобильно, потом можно было переписать. Это ж не кино. Кино загубил, и все, пленки больше нету. Тебе дали на 7 минут, ты на 7 минут снимаешь. Тебе дали цветной на 3 минуты, и ты больше ничего снять не можешь. Арсентия Зверева, царство ему небесное, его ругали за то, что он заставлял 7 раз пройти редакторов, режиссеров, что вы так проходите, вот здесь останавливаетесь у этой калитки, и здесь начинаем брать интервью у вас. А здесь можно было переписать. И поэтому, да, это было очень интересно. 2 комплекта ТЖК, магнитофоны купили. Это был Бетакам, это не Бетакам SP, это был Бетакам. Их покупали по договоренности с Якутуглем. Якутугль платил живые доллары. И Японии, покупали их из Японии. И там тоже. Вот на самом деле это были очень интересные времена, когда стала меняться технология.
Потому что вот сейчас я иногда завидую филиалу нашему ГТРК, да, нашим соседям. Им все определено, вся технология определена. А у нас, когда Советский Союз стал рушиться, сказали: ребята, что хотите, то и делайте. Мы ничего вам подсказать не можем. И мы стали делать, вот как мы понимали это дело. Были ошибки, было все. Но вот битакамы, да, битакамы, это появились, там были пояса такие с большими аккумуляторами, с поменьше аккумуляторами. Можно было записывать, можно было ездить в командировки. Вадим Анатольевич Ганкевич был тогда инженером. Это ЖК, 2 комплекта, они ездили с операторами и с инженерами. Сергей Анатольевич Тараканов ездил с одним комплектом, с другим Вадим Анатольевич ездил с другим, и они ездили даже на Байконур, я помню, камера возвращалась, и мы там думали, по-моему, даже в сторону Чернобыля ездили, мы там боялись, как засветится, не засветится эта камера. Поэтому, да, не только по республике ездили. Но мобильность повысилась, конечно, и потом на кассету можно было записывать 20-30 минут, а кассета была не одна, поэтому, да, там было все интересно. Да, я помню, как даже вот выезды молодежной редакции сопровождал всегда оператор, вот тот же Саша Корякин, да, и Сергей Тараканов тоже обязательно был, он делал все коммуникации там и так далее, и так далее. Это 91-й, 92-й. Но их берегли очень, мы не знали, как с ними управляться, и поэтому мы обязательно с инженером. А помните, было еще потом после этого многоголосие форматов, да, то есть после битакама был уматик, потом... Там появилось 3 формата. Там был юматик, там был хай-8, который до сих пор вызывает дрожь там у новостейщиков, да, и Битакам SP. Вот Битакам SP из них был самый, наверное, наиболее интересный. Качественный. Да, и был еще SVHS. Там молодежка на нем работала, было аппаратное. Поэтому, да, юматик это был как вещательный аппарат, но на нем не записывали, у нас камер не было. А вот, да, было такое дело, в самом деле. Угу. Я вот, сильно болтать не буду, да, но я считаю, что одной из моих таких заметных направлений деятельности было совмещение цифровых изображений и аналогов. В то время же вот эти все аналоговые были, да? Да. Мы же вот с Алешей Татариновым, с Живолуном Славой, да, и так далее, делали первые эксперименты к тому, чтобы совместить некое сгенерированное цифровое изображение с нашим аналоговым сигналом, наложить и получить более, скажем, достойную картинку. Да? Такая значительная доля времени, проведенного на телевидении, у меня вот именно в этом направлении помнится. Да. Альберт Габышев там. Да, Олег Габышев. Многие были тогда вовлечены в это дело. То есть вот эта цифровая революция, которая произошла уже чуть попозже, после всех вот этих там юматиков и всего прочего, это была очередная. То есть цифровизация телевидения это еще один рывок в том направлении, в котором мы сейчас все движемся. Да? Что это дало? С цифровизацией у меня, по правде говоря, тут получилось маленько так. Мы телегу маленько поставили впереди лошади. Вынуждены были поставить, потому что у нас вначале появились цифровые эффекты, а потом появились, собственно, цифровые форматы записи. И когда мы аналоговые сигналы пропускали через цифровые эффекты, они, конечно, маленько теряли в качестве, но это было интересно. Это люди осваивали вот эти цифровые технологии. У нас появились пульты, у нас появились компьютеры с какими-то видеокартами, с какими-то программами интересными. В самом деле, это вот первая станция нелинейного монтажа, которую Татаринов осваивал. Да? Поэтому, да, это в самом деле это было очень интересно, но в принципе, цифровое телевидение, для меня, во всяком случае, да, это, конечно, цифровые форматы записи, и это для меня, в первую очередь, возможность многократной перезаписи. Я когда, помню, тоже был в Москве, меня послали вот фирма «Эра», там такая была подмосковная фирма в Жуковском, они проводили семинар, и они говорили, вот появилось 4 новых формата видеозаписи, вот мы, ребята, вам их предлагаем посмотреть. И когда я вернулся, мне сказали, скажите, объясните, в какой формат нам уходить. И вот там, кстати, впервые я увидел, когда на видеомониторе пополам разделено изображение, вот оригинал, а вот 200-я копия, перепись. И было незаметно. Вот спецэффект, он почти был незаметен. Поэтому для меня это все-таки качество, в первую очередь. Для меня. Хотя для творческих работников, конечно, это большие возможности, которые раздвигают вот творческие какие-то вещи. Но мне кажется, что когда появляются новые вот эти вот цифровые возможности, маленько уходит творчество как таковое. Потому что, вот, несмотря на то, что я всю жизнь проработал на телевидении, для меня, я считаю, что самое честное СМИ — это радио и газеты. Там слово есть в первую очередь. А здесь картинка, как это все можно покрасивее сделать. Поэтому вот с моей точки зрения вот, эффекты это, они не всегда к месту. Не зря же сказали, что самый интересный спецэффект — это прямая склейка.
Но это со временем приходит. Хотя, конечно, от жанра зависит. Это, да, больше киношное утверждение. И все-таки в части того, что если посмотреть, дикторы якутского телевидения говорили одни и те же вещи и в, скажем, 70-х годах, и в 2000-х годах, да, но как их эмоции, как их дикция и так далее передавались, это уже совершенно другие несопоставимые вещи, которые в одном случае это были некие ламповые какие-то технологии, да, а в 2000-х годах это уже цифровые технологии, которые без потери качества, с лучшим даже качеством, с улучшайзингом, как говорят, доносились до зрителя. Андрей Викторович, текущее состояние. Вот сейчас говорят, классическое телевидение, классическое радио сильно уступают неким цифровым гаджетам, тем же карманным смартфонам и так далее, и так далее. Хотя я не согласен, потому что те же ютуберы, которые делают контент по канонам классического телевидения, классического кино, они куда больше просмотров завоевывают, чем те, которые, скажем так, на коленке все это делают. Да? Поэтому школа вот классического телевидения, она остается незыблемым в плане подготовки качественного контента, качественных вещей вообще в целом, для того, чтобы информировать, передавать что-то полезное, порой и не полезное. Да? Как вы думаете, мы все-таки проигрываем телефоном или нет? Но я думаю, что это просто разделяется наша аудитория. Потому что аудитория, она тоже взрослеет. И когда она взрослеет, я думаю, что она возвращается к классическому экрану, к большому экрану. Потому что когда люди подвижные, постоянно им надо что-то смотреть, хотя я не знаю, зачем нужно постоянно смотреть, да, вот лайки ставить или, наоборот, собирать лайки. Когда люди начинают учиться, вот те же ютуберы, да, я знаю, что это много школ, сейчас есть, существуют курсы всевозможные, они все равно возвращаются к этой классике, потому что работа оператором, работа со светом, работа со звуком, все равно вынуждены учиться этому, вынуждены к этому возвращаться. Поэтому я думаю, что это разные аудитории, просто-напросто разные аудитории. И когда человеку нужны эмоции, когда человеку нужно послушать интересного человека, посмотреть что-то серьезное в эфире, он все-таки к телевизору вернется. Ютубер это, да, это вот что-то такое быстрое, что-то на ходу, что-то в автомобиле, в автобусе, где-то еще. Мне кажется. Я не думаю, что классическое телевидение уйдет, потому что классическая школа дикторов, классическая школа режиссеров, я думаю, что и классическая школа редакторов вернется. Вот как-то редакторов сейчас забыли, что они нужны. На самом деле выстраивать речь, выстраивать саму нить телевизионной программы, это же важно, чтобы она была в каком-то ключе сделана. И что мы хотим в результате? Просто что-то рассказать, да, вот там самолет упал или там наоборот, удачно сел. Я думаю, что и все равно есть какие-то вещи, которые люди ждут и которым людям интересно смотреть. Конечно, когда там стоит какой-то крик, когда стоит какой-то там что-то сиюминутное, тогда, может быть, это не очень важно. А когда вот идет разговор, я думаю, что того же Молчанова Владимира, да, хотя его можно и не смотреть, его можно только слушать, но когда его показывает правильный режиссер, правильный редактор и правильный телеоператор, это совсем другое, мне кажется. Восприятие совершенно иное. Конечно. Угу. Андрей Викторович, немножко давайте поспоминаем, из тех 30 лет, что вот я уже говорил, это сочетание цифрового изображения, это на самом деле одно из важнейших направлений. Какие-то вещи были, которые интересно очень вспоминать. Это какие-то судьбоносные вехи, возможно. Помню, в 93-м году я писал заявление по поводу того, что не так вырезал тогдашнего руководителя Верховного Совета Власова Василия Михайловича, да, писал заявление. Помню, меня доблестная хангаласская полиция арестовала в 2000, не помню каком году, когда мы поехали снимать крушение самолета Ан-2. Много таких воспоминаний. А среди ваших воспоминаний, вот давайте по ранжиру: первое, второе, третье. Наверное, первое мое воспоминание здесь, когда я сюда пришел на практику, но я пришел на практику, потому что я сотрудничал с детской редакцией радио. Мне было интересно, я работал, и меня попросили, давай ты будешь здесь же на практике, я в техникуме связи тогда учился на 3-м курсе, и будешь нам помогать. Лето, отпуска, и я пришел сюда и с заявлением, что прошу меня взять на практику в радиотелецентр, пришел к тогдашнему директору Дроздову Ефиму Федоровичу, а у них закончилась только планерка.
И он посмотрел на меня, ну ладно, подписал, и Лев Наумович Песихис вернулся. Он что-то нужно, у них была планерка, и он вернулся. И он сказал: о, Лева, забери как раз себе практиканта. Вот это первое мое, наверное, впечатление, потому что я считаю, что мне повезло очень. Я мог попасть на радио. Я думаю, что мне было бы там не очень интересно. Я мог попасть еще в какую-то другую структуру. Но я попал сюда, на телевидение. Я попал в очень интересный коллектив, и вот тут мне как раз стало интересно работать, именно заниматься вот этой инженерной работой, которая такая творческая. Некий случай, да? Случай, да, но это счастливый случай, вот, который мне, я считаю, что это вот он мне очень помог. Что еще запомнилось? Наверное, мне запомнилось, когда мы переходили на цветное телевидение, когда мы запускали аппаратную. Мы там реально 3 дня из нее не выходили. У нас из 4 видоискателей, которые ставятся на камеру, там было 3 основных и 1 резервный. У нас не работало 3, и мы там постоянно их чинили. И когда мы вот это запустили, у меня была такая какой-то вот все, вот это прошло все. Эйфория. Эйфория какая-то, да. А утром я прихожу на работу, а эти стойки, забрызганные красным шампанским, люди отмечали. Думаю, ну вот как же так-то? Разве можно аппаратуру брызгать? Да? И вот, ну, запомнилось, что это эйфория, что аппаратную запустили, что мы теперь в цвете работаем. Это было очень интересно, конечно. Помню, когда вот мы решали все-таки, на каких форматах нам работать, когда мы определили, что у нас будет Betacam SP. Там были разные Betacam. Digital S, на котором формат, мирно да? работал, да? Или DVC Pro, Panasonic, да? Вот, может быть, он тоже хороший был, прекрасный был формат на самом деле. Но как-то вот выбрать и понять, что ты не ошибся, это тоже очень непросто было, и это тоже было. Ну и, конечно, очень были такие болезненные вещи, когда мы демонтировали аппаратные. Я не мог понять, помню, Льва Наумовича Песихиса, когда мы демонтировали черно-белую аппаратную, и он сказал: столько тут под ней лежали, столько пота и крови вот в этом во всем, да, а тут мы раз и вынесли в окно, краном вынесли, потому что в дверь не проходила, и выносили краном стойки все. И вот тоже, когда мы демонтировали аппаратные видеозаписи, например, да, линейного монтажа, когда мы демонтировали аппаратные предыдущего цветного телевидения. Кстати, очень интересный был момент, я тоже до сих пор помню, это, по-моему, это 94-й год был, у нас уже были камеры цифровые, а тракт был аналоговый. А старые камеры совсем никакие были. Вот все уже, там трубки были мертвые, и Нальчик уже нам ничего не посылал, уже все развалилось. И мы вот с Дроздовым решили все-таки, мы интегрировали японские камеры в наш советский тракт, и все заработало, и картинка резко улучшилась. Вот тоже я помню, что вот мы решились, да, и мы не прогадали. И вот, ну, то есть вот были такие моменты интересные очень. Я слежу вот за мнением наших зрителей, наших с вами земляков, горожан и так далее. Почему-то многие уверены, что раз творческие люди, значит, могут себе позволить какие-то там расслабления и так далее. Вот, это касается того момента, когда шампанским были забрызганы. На самом деле я внутренне убежден, что телевидение — это очень высокая внутренняя дисциплина, да, потому что есть расписание, которые нарушать нельзя. Есть вещи, которые нарушать нельзя. И вот эти все обвинения, скажем так, расслабленности, в каких-то там творческих слабостях и так далее, я воспринимаю очень болезненно. Да, потому что вот сколько я сталкиваюсь с внутренним распорядком телевидения, это всегда дисциплина. Это всегда по команде, это всегда какой-то определенный регламент. Ну, согласитесь с этим? Да, конечно. Ну, регламент, он без него здесь не получается. Это высокотехнологичный процесс, в который втянуты большое количество разных структур, разных отделов, да? Ну, специалистов. Операторы, осветители, там один человек не пришел, вот мы инженеров так учим. Вроде бы не бог весь кто, да, но один человек не пришел, осветитель не пришел. Все, начинается проблема. А как работать? Я помню, и осветителем, кстати, выезжал. Я был когда студентом-практикантом здесь, не пришел осветитель, мне сказали: давай ты поедешь осветителем, потому что ну, вот надо ехать, на кино снимать. Арсентий Зверев, по-моему, снимал тогда, и я поехал тоже, вот эти приборы ставил в больнице, помню до сих пор, как это было. Поэтому на самом деле, да, этот весь процесс, он должен быть организован обязательно. Мы связаны с передатчиками, мы связаны с каналами связи, и вот эти все сверки, вот эти все... Кстати, когда мы переходили на цифровой звук, на цифровое телевидение, к нам было огромное количество требований со стороны связистов, потому что сигнал, который проходит по цифровым линиям связи, он требует еще большего соблюдения вот этих регламентов, чем аналоговый. На аналоговом это меньше заметно, а на цифровом сколько раз мы на спутнике теряли сигнал только потому, что мы здесь неправильно что-то отрегулировали. Поэтому это в самом деле очень важно. Ну и самоорганизационные моменты, конечно, тоже.
Я вспомню тех руководителей якутского телевидения, вот завершая наш разговор, да, которые, ну, на моей памяти. Это Пудов Дмитрий Ильич, да? Это Пухов. Пухов. Это Корнилов Виталий Дмитриевич. Виталий Дмитриевич, который вот Да. недавно умер, да? Да, не стало его. После Корнилова, помню, был Протодьяконов, по-моему. Еще был Качаев, Валерий Качаев, Васильевич. да, он был... Как-то его забыли, но вот он тоже был, и он тоже пришелся на очень такое сложное время, непростое время. Протодьяконов, Да, Семен Афанасьевич, Семен Афанасьевич. да, Ноев. Ноев. Ну и всех тех последних лет, и Ивана Михайловича Андросова, и Нину Прокопьевну Харитонову, да, и нынешнего руководителя Олега Маркова. Это то, что на моей памяти. А вот же есть, помимо руководителей, есть и вы сами сейчас преподаете, сами сейчас передаете опыт. Вы бы назвали своих учителей? Давайте еще раз зафиксируем вот в нашей картинке, в нашей аудиозаписи тех людей, без которых, как вы считаете, да, не было бы якутского телевидения. Ну, не было бы якутского телевидения, это, конечно, прежде всего, я думаю, это Дроздов Ефим Федорович. Александр Ефимович Дроздов, он тоже много внес, да, он был и главным инженером здесь, и начальником видеозаписи, и начальником АСК, тоже очень интересный инженер. Я считаю, что Песик, если Лев Наумович, он сделал очень много и для создания коллектива, и для создания вот этих традиций, технических традиций, которые мы стараемся сейчас соблюдать. Здесь, конечно, когда я пришел, здесь, ну, я по себе сужу, да, я считаю, что Иннокентий Степанович Моргунов, несмотря на то, что он был инженер старой школы, он тоже большой вклад внес, чтобы наше телевидение было вот таким, какое оно есть. Люди, которые начинали просто работать, Любовь Семеновна Поскочина, начальник смены, как она держала смену, как она людей воспитывала, Вера Михайловна Андреева, естественно, тоже, Анна Герасимовна Федорова. То есть те люди, с которыми я начинал работать, я не всех знаю. Родионов, начальник цеха энергетики, ну там не только энергетика, там много чего было. То есть вот это люди, с которыми я столкнулся, и с которыми были здесь инженеры от Бога. Они разные были ситуации. Виталий Тарасович Борисов. Вот инженер, руки золотые, просто золотые руки. Кстати, вот, тогда рабочим ордена давали, у него орден был трудовой славы. Был здесь Петков Валерий Игнатьевич. Сложилась судьба его непросто, но вот он тоже инженер от Бога, с которым мне тоже жизнь свела, я очень благодарен. Яша Олисов. Я считаю, что мне до него, как до инженера, далеко и далеко. Саша Савинов. Тут люди очень серьезные, но я имею в виду инженеров, естественно. Хотя, на самом деле, конечно, надо помнить, что здесь от организаторов, от председателей много зависело. Секретарь Алексеевна Кручатова тоже много делала, естественно. И ей тоже большое спасибо, потому что она тот коллектив тоже создавала. В то время было непросто это. Ну и первый создатель гостелерадио это... Петров, но я его и не застал, я его не помню. Я помню, как-то так получилось, что я запомнил в лицо Курчатова? Николая Кондакова. Николай Алексеевич Кондакова, чья премия сегодня есть и кому памятник стоит. Его я запомнил. Скромный человек такой. Я просто здесь был юным корреспондентом, тут на радио тусовался. И вот его я запомнил. Очень интересный человек, как-то он запомнился мне. Его я запомнил. Я со своей стороны редакторской, хотя я всегда совмещал, я и одновременно был и режиссером, и редактором. Я тоже назову своих учителей. Это прежде всего Галина Кентьевна Захаренко, да, которая привела меня на телевидение. Это Светлана Семеновна Соколова. Арсен Зверев. Это глыба такая, что... Да. Не измерить его. Да, конечно. Каноны, основы очень доходчивые и очень, как бы не принижая вот, сущности твоего мальца, на самом деле он передавал. Алексей, конечно, Амбросьев, один из звезд тогдашнего якутского телевидения, у которого я многому учился. Ну и все мои коллеги, которые сейчас вот... они и есть история якутского телевидения, но на этапе 20-х годов... Теперешнего века. Да, 21 века. И я уверен, что, несмотря на все как бы, инсинуации, утверждения о том, что век телевидения закончился и так далее, еще раз,
На самом деле, как делать хороший контент, это будет востребовано всегда. Значит, будет востребовано и якутское телевидение, потому что здесь умеют делать хороший контент. Это я уверен. Это я не себя хвалю, а это единственный канал, который вещает на якутском языке. И это его основная задача для сохранения языков, для сохранения национального многообразия нашей Российской Федерации огромное значение. Поэтому поздравим всех наших коллег с юбилеем якутского телевидения. Дальше будет и 70, и 80, я уверен, больше, чем будет и 100 лет, и дальше другие цифры будут, но уже с другими людьми. Ну, а мы с вами встретились вот именно на этапе 60 лет и вспомнили тех, кто стоял у истоков. На самом деле 60 лет — это же очень мало. Это если один человек помнит. На самом деле, да, конечно. Да, если Не один очень человек много. помнит, это уже очень коротко. А ведь когда-то 60 лет Октябрьской революции, это казалось очень далеко и А тут уже 100 лет отметили. делами давно минувших дней, да. Вот такие вот мысли накануне юбилея якутского телевидения. Якутском телевидении 60 лет. Пожелаем ему еще больших успехов.